Здесь вам не курорт, здесь климат не тот, и часто погода здесь наоборот. И здесь ветрам и дождю вас не понять. И можно забить, семьей побыть, но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. И можно забить, семьей побыть, но мы уезжаем рыбу ловить. Рыбалка — это то, что у нас не отнять. Кто здесь не бывал, кто не подсекал, кто щуку за жабры не поднимал, тот нас, наверное, уже никогда не поймет. Поймет только нас простой рыбак, которому снится большой судак. Судак, который сегодня точно клюет. Поймет только нас простой рыбак, которому снится большой судак. Судак, который сегодня точно клюет. Спиннинг, катушка, плетенка и джиг, лодка, мотор, сухпай на двоих, азарт, тревога и радость, как у детей. И мы уезжаем от суеты и будем искать точно до темноты рыбацкое наше счастье, а проще трофей. И мы уезжаем от суеты и будем искать точно до темноты рыбацкое наше счастье, а проще трофей. Летом на лодке, зимой пешком, с буром в санях в минус 20 идем, с одним в голове, без чего уже не прожить. С ударом поклевка, трещит фрикцион, спиннинг, дугу, плетенки, звон, рыба мечты на крючке, надо тащить. С ударом поклевка, трещит фрикцион, спиннинг. Народ начинает подтягиваться. Одна лодка уже есть, кто-то ночевал здесь. И еще приехала машина. Время у нас 5 часов ровно. Прошел час, как я кидаю, значит, приехал у меня товарищ. Сергей Викторович уже вот спустил лодку, сейчас, видимо, снарядит снасти и тоже выйдет на воду. За час была одна поклевка окуня со сходом возле лодки. И пока тишина. Омрачило присутствие сетей на перекате. Просто жесть какая-то. Посмотрим, сейчас, может быть, разогреет, будет клевать. Вот и первый голавлик. Или кто это? Да, первый голавлик. Опа. Так, ну что, в принципе, то, что я задумал, сейчас буду облавливать левый берег потихонечку. И это принесло вот свои плоды. Первый голавлик соблазнился на Strike Pro. Ах ты, черт побери. Не знаю, может быть, это, конечно, подъязок, я что-то... Или нет, наверное, голавль. Вот такой вот небольшой. Все, убежал. Ну, все, рыбалка началась. Воблер Кренки 40, Strike Pro, одноглазый, щука ему выбила глаз
на одной из рыбалок в прошлом году. Фух. Очень сильное течение, неудобно стоя стоять. Можно упасть из лодки. Была еще одна поклевка. Попробуем запечатлеть на камеру. Но трава высокая. Сейчас будем воблеры пробовать менять с заглублением. Трава стелется прям по поверхности. Нужны, может быть, поверхностные воблеры. Рыба периодически себя проявляет. Есть, еще один. Ух, сошел. Сошел, то бишь нужен точный заброс под берег, и там они стоят. Я думаю, что рыбалка сейчас будет успешная. Сейчас я разгадаю. Был сход, но не крупный голавлик. Нужно четко положить под кромку. Вот так вот. И на снос. Ну и с воблерами сейчас еще поиграем. Поменяем воблера. Поменял воблер, поставил чабик СССР-ку, чтобы шел по поверхности. Ага, но пока трава. Нет, наверное, не совсем годная тема. Но сейчас будем экспериментировать. Да, сейчас товарищ распугает всего головля под этим берегом. Да, клевать не хочет. Что-то. Иди сюда. Кто это у нас клюнул? О. Ах, сошла, бля. Черт подери, блин. Хорошая рыба была.
Возможно, щука, блин. У меня здесь крючки безбородые, блин. Ну хотя нет, как бы воблер не поцарапанный. Скорее всего, это был хороший голавль. Да. Вот вам безбородые крючки. Сход. Очень хорошие рыбы. Блин, поводок, наверное, придется поменять. Ну, воблер, в принципе, этот поставил только из-за того, чтобы он проходил через траву, полегче не цеплялся. Как бы здесь-то я выиграл, но потерял рыбу. Завела в траву, и не смог я ее вытащить. А время уже у нас, тем не менее, без 15:08. Это получается с 5 часов у меня 4 поклевки и 1 пойманная рыба. Да, не нравится мне, когда мятый поводок. Печалька. Поводок измялся, перевяжусь. Не выпрямляется. Есть. Ах, опять сход, черт побери. Поменял приманку, поставил такой же воблер, только поверхностный. Мегабас Zero. Схватила рыбу, но опять сход, черт подери. Что-то перехлестнулось, что ли. Какая-то неудача, черт подери. Блин. Трава стелется, как бы. Поэтому решил поставить поверхностный воблер. Опять же угадал, но с реализацией пока проблемы. Воблер идет прям под поверхностью. Там, где течение, а уже где течения нет, по поверхности. Так-то он, в принципе, вообще поверхностный. Но его там течением притапливает.
Вот из-под этой травы у меня было 2 мощных поклевки. Но больше нету. Пришлось сюда сместиться. Попробуем вот здесь немножко покидать. Да, и сырки не проходят здесь. Попробуем на вот такого вот жука с лапками. Может быть, не совсем подходящее для него это место, блин. Но уж какие есть условия, такие и есть. Наконец-то. Не прошло и полгода, ребята. Время 2 час. О, голавль. Блин, я думал, уже это никогда не случится, ребята, блин. Да, сейчас мы его заподсачим. О! Наконец-то. Мы уже тут отчаялись. Уже он Леха даже приехал с дочкой нам на помощь.
И выстрелил опять же Мегабас Baby Грифон какой-то, по-моему, Zero. По-моему, так он называется. Так, сейчас попробуем. Тихо, 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 тихо. Все, сам отцепился. Вот такая классная рыбина, красивая. Сфоткать бы, да? Так, сейчас, ну давайте сейчас фотографию и отпущу. Фу, ну что, отпускаем эту красивую рыбу. Вот так вот ее просто сделаем. Значит, вот такой вот воблер Baby что-то Zero, да, Baby Грифон Zero, наверное, так он называется. Поверхностный. Отлично. Ну, продолжим. Может, еще удастся что-то поймать. Блин, черт подери, время 1:30. Жара, на улице 30 градусов. Ничего себе.